О главных темах дня в информационном выпуске Хамши Кушара. Здравствуйте, в студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. Представители молодежных общественных организаций обсудили государственную молодежную политику Абхазии. В Гагре проходит международная летняя школа «Учитель года». Участники мероприятия – преподаватели, воспитатели и методисты общеобразовательных учреждений Абхазии. В каких условиях работает главный рынок республики и с какими проблемами сталкиваются его посетители и сотрудники? Президент посетил Центральную районную больницу в Гудауте. Главу государства сопровождал руководитель районной администрации Баграт Боджгуа. Аслану Бжане доложили об имеющихся проблемах, в частности, изношенной канализационной системе, на которую пришлись пиковые нагрузки во время пандемии коронавирусной инфекции. Гудаутская ЦРБ стала главным ковидным госпиталем республики, приняв тысячи заболевших граждан. Система водоотведения была серьезно изношена. На данный момент канализационная сеть не функционирует. Аслан Бжане назвал Гудаутскую ЦРБ важным стратегическим объектом для района и обещал оказать содействие в решении проблемы до 1 сентября текущего года. В Генеральной прокуратуре подвели итоги деятельности за первое полугодие 2022 года. Заслушав и обсудив информацию о состоянии законности и правопорядка в республике и о проделанной работе по их укреплению, коллегия Генеральной прокуратуры приняла ряд решений. Среди них усиление надзора в сфере экономических отношений, усиление надзора в области соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, а также усиление деятельности по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. При этом коллегия Генпрокуратуры считает приоритетными направлениями работы качественное расследование преступлений, выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и принятию мер по их устранению. Полностью с отчетом состояния законности и информации о решении Генпрокуратуры по итогам деятельности за первое полугодие текущего года можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. Указом президента России Владимира Путина на должность посла России в Таджикистане назначен Семен Григорьев, сообщает медиацентр МИД Абхазии. Григорьев – выпускник МГИМО. С 2000 по 2001 годы работал политическим советником миссии ОБСЕ в Таджикистане. С 2006 по 2008 годы работал советником-посланником посольства России в Афганистане, Иране. Семен Григорьев был первым послом России в Абхазии после признания республики Москвой в 2008 году. В подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» открылся международный военно-технический форум «Армия-2022». На церемонии открытия выступил президент России Владимир Путин. В работе форума принимает участие министр обороны Абхазии Владимир Ануа. Свое участие в форуме подтвердили делегации из более чем 70 стран. На масштабном международном форуме представлены сотни образцов вооружения и боевой техники. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа после церемонии открытия дал интервью нашим коллегам из информагентства «Спутник», в котором рассказал о значимости участия абхазских военнослужащих в армейских играх «Армия-2022». Мы не первый год, уже несколько лет подряд участвуем. Территории принятия, оно увеличивается. В прошлом году и на Дальнем Востоке, наша группа была. В этом году, мы добрались до Венесуэлы. Я думаю, что чем дальше, тем больше, мы будем, конечно, участвовать. И сегодня до десяток команд, которые, по всей территории России, там, где, могли мы поучаствовать, участвуем. Мы благодарны министру обороны Российской Федерации генералу армии Шойгу. Я об этом в другом телевидении говорил, и мы говорим всегда. Мы определились для себя и давно, и были в этом направлении определены, и в дальнейшем мы всегда с Россией, с российской армией, мы всегда в контакте, братские отношения, мы в это верим, и спасибо и России, и армии. Хорошо, спасибо вам огромное.
Какая она молодежная политика Абхазии? В Сухуми прошел круглый стол, где представители молодежных общественных организаций обсудили вопросы, волнующие молодых людей. В мероприятии приняла участие наша съемочная группа. Репортаж Эсмы Гуланзе. Проблемы государственной молодежной политики, пути их решения, перспективы сохранения абхазского языка, самоуправления в системе образования. Эти и другие вопросы обсуждались на круглом столе, организованном АНД. Участники встречи – представители молодежных организаций республики. Вообще, что такое государственная молодежная политика? Начнем с этого. Как гласит сам закон, который был принят еще в 2010 году, это государственное направление, целью которой является создание социально-экономических, политико-правовых, организационных условий для социального развития и наиболее полной реализации творческого потенциала молодежи. Что же это означает? Это означает то, что государство обязуется проводить определенные программы и механизмы для развития молодежи, для адаптации молодежи. Что это за программы? Давайте приведем пару примеров. Например, это государственная поддержка молодых семей, выдача молодым семьям жилья, государственная поддержка талантливой молодежи. Все эти механизмы, они действительно очень важны и несут за собой большой смысл для развития потенциала всей молодежи нашей страны. Молодежь – важный интеллектуальный, культурный и профессиональный резерв общества, от которого зависит будущее страны. Среди качеств современного поколения – умение нестандартно мыслить, создавать что-то новое и креативное. Выступавшие на круглом столе говорили о роли и проблемах развития творческой молодежи. Проблема развития творческого потенциала молодежи заключается в отсутствии мотивации. Молодежь занимается различной творческой деятельностью, но она не может показать и раскрыть себя полностью. Также отсутствуют или плохо развиты творческие проекты, различные мероприятия, конкурсы. Существует несколько способов развития творческого потенциала молодежи, такие как формирование мотивации молодежи к участию в различных образовательных, творческих, социально значимых проектах, информирование о наличии возможности участия в таких проектах. Закон о государственной молодежной политике в Абхазии призван обеспечить реализацию молодежной политики в республике, укрепить права и свободы современного поколения. Порядок и контроль за исполнением закона является основной целью, отмечали выступавшие. Нашей целью для начального развития государственной молодежной политики является порядок и контроль в соблюдении закона о государственной молодежной политике от 2010 года. Также нам нужен механизм включение молодежных программ в государственные программы, планы бюджетирования. Нужно средства, то есть мониторинга развития молодежной политики. Для этого непосредственно создается координационный совет. Развитием государственной молодежной политики должны заниматься не только профилирующие ведомства, как Государственный комитет по делам молодежи и спорта, а также другие структуры, как и все министерства, Министерство образования, Министерство внутренних дел. Каждое министерство должно иметь свою ключевую активную группу по развитию молодежной политики от ее лица. Об опасностях, которые несут в себе социальные сети для молодых людей, рассказал блогер Саид Инапха. У нас начинается очень серьезная проблема, которая возникла совершенно полгода-год назад. Наши соседи с Востока начинают вербовать нашу молодежь. Я так могу выразиться, потому что я это наблюдаю, я это вижу. Как это происходит, я вам могу объяснить. Это происходит так, сегодня заходит в эфир, человек разговаривает, молодой человек, 15-14 лет, сидит, смотрит, его подключается к нему в эфир, и начинается диалог. В этом диалоге узнается, что нашему парню, который живет в Абхазии, предлагают там место жительства, учебу бесплатную, машину, там, все, что может привлечь. Мы прорабатываем это и планируем создать союз блогеров для того, чтобы мы не ругались, а рассказывали нашу историю между собой. То есть давали людям понять, которые смотрят, какая у нас история, что у нас было, именно правильно, как оно было. Год назад член АНД Саид Бея провел мини-опрос на тему молодежной политики. В целом было опрошено более 1000 молодых людей. 62% из опрошенных в наибольшей степени они сказали о том, что они нуждаются в помощи при трудоустройстве. Значит, у нас на первом месте стоит проблема трудоустройства. 45% просят поддержку в профессиональной ориентации и получении образования. 43% ждут поддержки молодых семей. 38%
28% нуждаются в помощи на получение жилья и субсидий, 31% организации спортивных и досуговых мероприятий, 27% нуждаются в помощи в трудной жизненной ситуации. Участники встречи сошлись во мнении, что поддержка социально-экономических, общественных, творческих, спортивных и иных инициатив будет способствовать развитию молодежной политики в стране. Эсма Голанзе, Алексея Гухава, Гудиса Тарба, Абхазское телевидение. С 15 по 18 августа в Гагре проводится международная летняя школа «Учитель года». Работа ведется по 5 направлениям: дошкольное образование, начальная школа, филология, математика, биология, химия. Участники мероприятия – преподаватели, воспитатели и методисты общеобразовательных учреждений Абхазии. Шазина Ханагуа расскажет подробнее. Международная летняя школа «Учитель года» проходит в Абхазии в первый раз. В проекте принимают участие приглашенные учителя, победители конкурса «Учитель года» из России, которые поделятся своим опытом с абхазскими коллегами. Летняя школа «Учитель года» – дискуссионная площадка и одновременно школа развития для учителей. Основная задача – знакомство с передовыми научными достижениями, педагогическими методиками, современными образовательными технологиями и возможностями их применения. Школа работает по 5 направлениям: дошкольное образование, начальная школа, филология, математика, биология, химия. В рамках мероприятия будут проходить лекции, мастер-классы, семинары. «Учитель года» – это российский образовательный проект одноименного творческого клуба, объединяющего педагогов, победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов разных лет. Приветствуя участников школы, министр просвещения и языковой политики Налгабле выразил надежду на то, что летняя школа, как и зимняя, станет площадкой для обмена мнений по ряду вопросов профессиональной деятельности. И я уверен, что вы и отдохнете здесь, и чему-то новому научитесь друг от друга. Это обмен знаниями, обмен опытом, обмен эмоциями, как в прошлом раз нам показала зимняя школа. Вот это платформа, да, площадка для того, чтобы мы зарядились на новые достижения, на новые свершения уже в рамках, в стенах нашей школы. От имени посольства Российской Федерации в Абхазии, а также Россотрудничества, участников школы приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. Сегодня важно способствовать созданию коммуникативной среды для образовательных инициатив и проектов. Примером этого является инициатива проведения Министерством просвещения и языковой политики Республики Абхазия международной летней школы «Учитель года», в ходе которой учителя Абхазии смогут познакомиться с лучшими методиками российских преподавателей, которые в рамках года являлись победителями и лауреатами всероссийских конкурсов «Учитель года». Проект «Учитель года» впервые был реализован в Абхазии в январе этого года, когда 40 российских педагогов провели с абхазскими коллегами более 100 мастер-классов, обменялись мнениями по ряду вопросов профессиональной деятельности. В первую очередь от всей нашей команды спикеров я хочу вас заверить, что через 4 дня каждый из вас идет с новыми идеями для работы в новом учебном году, а также с новыми конкретными инструментами. Вы знаете, на зимней школе мне довелось познакомиться с министром просвещения и языковой политики Иналом Соломоновичем. И я понял после общения с ним очень простую вещь. Всему правительству республики, как и мне, очень близок тезис: учитель – это архитектор будущего. И поэтому я хотел бы поблагодарить организаторов за то, что нашей команде предоставили возможность прикоснуться к будущему республики. Для участников летней школы была подготовлена и концертная программа. Международная летняя школа «Учитель года» будет проходить до 18 августа. Шазина Ханагуа, Абхазское телевидение. Сухумский рынок – одно из посещаемых туристами мест столицы. Поэтому летом здесь особенно многолюдно. Гости республики приходят на рынок, чтобы не только приобрести местную продукцию по выгодной цене, но и окунуться в особую атмосферу национального колорита. Несколькими днями ранее от граждан, проживающих в районе центрального рынка, в редакцию поступили жалобы о нарушении санитарных норм на этой территории. Наша съемочная группа отправилась на рынок, чтобы прояснить ситуацию. В
каких условиях работает главный рынок республики и с какими проблемами сталкиваются его посетители и сотрудники, выясняла Анна Сласурия. Жалобы о нарушении санитарных норм на этой территории поступили в нашу редакцию от граждан, проживающих в районе Центрального рынка. Как только попадаешь на рынок, при первом же взгляде заметно, что санитарное состояние объекта оставляет желать лучшего. Заполненные доверху мусорные баки при температуре воздуха выше 30 градусов распространяют зловоние по всей территории. Возле многих торговых точек то тут, то там также встречаются различные отходы, как испорченные пищевые продукты, так и всякие коробки и тара. Но вечером они убирают крупный мусор, а подметать мы утром приходим, где вот подметаем, чтобы чисто продавали. Вредит всему обществу вот это неприятный запах, вот это все, и торговля плохо идет. Получается, мусор вот это не каждый день смывает, получается, и запах остается на долгое время. Сухумский центральный рынок является самым большим в Абхазии. Кроме того, это одно из наиболее посещаемых мест республики. Прежде чем выехать на съемки, мы ознакомились с отзывами отдыхающих в сети интернет. В основном они положительные. Туристам нравится разнообразие товаров и доступные цены. Однако почти все посетители сетуют на отсутствие национального колорита и антисанитарию. Так, посетитель Дарья к достоинствам рынка относит разнообразие домашних продуктов и то, что можно купить все необходимое, при этом недостатком считая узкие проходы. Следующий пользователь Алекс также отмечает разнообразие овощей и фруктов, но говорит о неухоженности рынка. Как видно, состояние центрального рынка сказывается не только на уровне торговли, но и затрагивает туристическую отрасль. Мусора полно, и мусор течет. И вообще, мне кажется, это просто рассадник болезней. Если и примутся какие-то меры, я думаю, это будет большой вклад в туристическую отрасль вашего региона. Следует отметить, что уборка рынка проводится ежедневно. В конце дня приезжают сотрудники спецавтохозяйства, которые вывозят мусорные отходы. Кроме того, каждый первый понедельник месяца здесь объявлен санитарным днем, и вся территория подвергается дезинфекции. Однако, по словам представителей администрации рынка, в летний период этого недостаточно. Но возможности проводить уборку чаще пока нет. У рынка заключен договор со спецавтохозяйством, который сейчас называют как благоустройство. Они, естественно, ежедневно приезжают в конце рабочего дня, как здесь большой затор, большие пробки постоянно, да, тем более сейчас летний сезон, летнее время, машин очень много. Они могут подъехать только во второй половине дня. Мусора, конечно, с утра, чтобы вы понимали, вот этот мусор уже, который почти заполнены урны, это уже не мусор, который со вчерашнего дня, допустим, не убрали, нет. Это уже, который с утра уже мусор уже набрался, но тут, понимаете, как проблема, эти урны принадлежат конкретно рынку. Да, но тут люди, которые живущие вокруг, тоже, проходя мимо, они тоже дополнительно добавляют туда, как бы, скидывают свой мусор, свои отходы. О благоустройстве Сухумского рынка речь идет давно. Сделано немало, однако вопрос упорядочения торговых точек, как и вопрос санитарии, до сих пор остаются актуальными. По словам директора Центрального рынка Алхаса Гургулия, помимо регулярных работ по уборке территории, в ближайшее время совместно с сотрудниками медико-санитарной службы будет проводиться глубокая дезинфекция всего торгового предприятия. Анна Сласурия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 17 августа на территории Абхазии ожидается небольшая облачность, жаркая погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем 29-34. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.